Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Подсказки и советы высших сил, как вам выровнять линию своего будущего. Что я имею в виду? Как вам избавиться от неприятностей, от каких-то узких мест и от давления со стороны социума. Как бы вам так выбраться наверх и идти уже своей счастливой дорогой вперед. Вперед и к звездам. Если тема вам интересна, если вы хотите действительно для себя ровную, открытую, свободную дорожку будущего, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите. Мне нужны подсказки высших сил о моем будущем. Что мне сделать, как поступить, куда пойти, чтобы будущее мое было чистым, белым и открытым. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Какие же подсказочки вам дадут? Что вам посоветуют? Прекрасно. Во-первых, паук у нас вышел тут большой такой паук, да, и смотрит он вверх. Очень хороший знак. И смотрите, знак союза идет. Знак союза. И ангел здесь даже вышел. Просто прекрасно. Послушайте, ну кто зашел, вы не случайно сюда зашли, и не случайно вы решились на такую тему. Вас слышат, вас видят. У вас в центре огромный паук. Вот он сидит, видите? Он смотрит вверх. И он, ну как знаете, вверху хотел бы паутину свою сделать. Вот его огромные лапы тут внизу, здесь лапы. Вот она, голова вверх смотрит. Паук — прекрасный знак, знак мудрости, знак получения, знак высокого положения, знак того, что ваши линии будущего, судьбы, жизни вы будете рисовать себе сами. То есть вы, паук — это творец, понимаете? Я не могу вспомнить, как это слово. Вот по-английски это creator, да, тот, кто создает. Создатель, вот, простите. Это создатель, вы создатель, создатель своей жизни, своего будущего. Да. Но чтобы стать этим создателем, вам нужна поддержка. Здесь именно через поддержку, через союз вы получаете и вы добиваетесь. Однозначно в одиночку не стать вот этим пауком, не стать вот этим создателем, да, архитектором своей жизни, не стать. Вам нужен помощник, вам нужен тот, кто будет вас любить, тот, кто будет в вас верить, и тот, кто будет вас поддерживать. Причем поддерживать в любых ваших начинаниях. Человек может, как знаете, закрыв глаза, следовать за вами, и человек может вас критиковать. То есть здесь может быть и такая ситуация, и другая. В любом случае, даже вот самый такой жутко критикующий человек, он все равно это делает не потому, что такая блажь ему в голову вошла, а потому что он вас любит и потому что старается вам помочь, подсказать. Да? Может быть, действительно где-то что-то вы не видите, не замечаете. Может быть, даже через вот эту жесткую форму человек дает вам подсказки. Либо, по крайней мере, вы знаете, покритикует, да, поругает, но все равно же он меня любит, все равно же меня поддержит. Вот. У вас здесь союз однозначно идет. Мои дорогие, за вами очень большой ангел стоит. Вот за вами стоит большой ангел. Причем он у вас, прям, знаете, вот он вам дороги открывает, видите? Вот он ваш путь, и ангел, вот он на дороге вам открывает дороги. А за
человеком вашим стоит огромный, ну, как копье, кинжал, там, нож, вот как хотите называть, вот он огромный стоит. То есть защита идет, защита. Даже если мы посмотрим родовые каналы, то у вас какой-то вот род особенный, с особенными дарами, с особенными какими-то возможностями, с каким-то посылом, с какой-то реализацией необычной. То есть род, который очень многое заслужил. Род особый в плане того, что вы уникальные. Они уникальные люди с уникальными способностями. Способности могут быть разные. Может быть, вы поете, может быть, вы как-то готовите особенно, может быть, вы, я не знаю, гуру математики, да? Может быть, вы очень сильный, мощный экстрасенс. Вы можете знать о своих способностях, либо еще даже о них и не догадываетесь. Но то, что ангелы вас водят, и то, что вам помогают, от многих гадостей вас уже уберегли и спасли, это я вижу. Но ангела своего периодически нужно просить. Во-первых, просить, во-вторых, благодарить. А если вы этого еще не делали, пожалуйста, обязательно, вот прям практику такую себе делайте. Утром просыпаетесь, к зеркалу подходите и сразу же вот обращайтесь к ангелу-хранителю и говорите: ангел мой, будь со мной, ты впереди, я позади. Можете сказать 1 раз, можете сказать 3 раза, можете даже без зеркала это все говорить. Главное, об этом говорите. То есть вы этими словами вы открываете для вашего ангела путь и возможность вам помогать через, ну, не через препятствия, да, не через силу, а в полную силу. Вот этот момент вы должны знать. Плюс явно у вас очень сильная интуиция, и вас жизнь водит, где-то отводит, где-то наоборот подводит. Вы это знаете за себя, вы это чувствуете. Когда вы сопротивляетесь своей интуиции, когда вы сопротивляетесь своим ощущениям, вот как раз тогда у вас и в жизни происходят какие-то, ну, не самые веселые и яркие моменты, да. Даже, вот, может, неприятности какие-то происходят. Что касается вашего партнера, здесь это род защитники. Он идет, чтобы защищать, чтобы оберегать. Вот как я вам говорила, да, вам именно такой нужен союз, партнерский союз, но так, что один, значит, не знаю, там душа и сердце, а второй это там мускулы, сила и, там, может быть, мозг, да. То есть у вас симбиоз получится, симбиоз очень хороший. Это род защитников, это очень сильные, выносливые люди, которые, скажем так, не пугливые, не робкого десятка. Люди, которые могут жертвовать собой, своими какими-то интересами, амбициями, да, ради тех, кого любят. Очень хорошее сочетание. Если вы уже в браке с этим человеком, ну, как бы вы, да, вы можете с ним спорить, вы можете с ним ругаться, у вас могут быть какие-то неприятности, но опять же таки, это все идет не со стороны вашего человека, а больше идет с вашей стороны. Потому что вы человек очень восприимчивый, очень такой, знаете, живете по наитию. И это наитие, оно часто бывает пришлое, то есть не ваше. То есть кто-то что-то где-то сказал, что-то где-то показалось, либо какую-то, может быть, историю выслушали, да, и сразу же на себя примеряете. Ну, диссонанс идет с вашей стороны. Мужчина здесь однозначно, то есть более, скажем так, психически крепкий. Вы уж простите, но говорю, как вижу. Так, и еще момент, особенно для тех, кто в треугольниках был, либо сейчас находится. Вот если у вас сейчас треугольник, у вас другой человек будет. Вы уж простите, но другой, не тот, с кем вы в треугольнике находитесь. Либо ситуация будет другой, что вот человек поменяется кардинально, да, и будет уже как другой человек. То есть вы не будете никого делить, и вы не будете с рук на руки, да, кого-то брать. Здесь уже как 2 свободных человека сходятся, и 2 свободных человека строят семью, брак. Но у многих, вот еще раз говорю, да, отыграется, что вы уже вместе с этим человеком, по крайней мере, знаете. Но у кого-то в будущем здесь однозначно вот идет вам подсказка, да, что вы можете свое будущее сделать чистым, открытым, благостным только лишь в союзе с человеком, который вас защищает, на которого вы опираетесь. И такого человека вам судьба обязательно даст. Либо уже дала, либо еще даст в будущем. Так, еще важный момент. Ну, тут как перерождение у кого-то идет.
перерождения. Тут еще даже вот в союзе, если посмотреть, да, вот еще как ребенок. Вот видите, фигурка детская стоит. Может отыграться как принятие ребенка, например, от мужа. То есть у вашего супруга, например, есть дети, да, и вы, например, берете этого ребенка себе на воспитание. Либо наоборот, ваш муж вас с ребенком берет, да, и вашего ребенка воспитывают как своего. Здесь надо довериться. Либо вам нужно довериться, да, что человек сможет стать хорошим отцом, либо в себя поверить, что я смогу стать мамой для чужого ребенка. Вот этот момент. Потому что этот ребенок, он очень важную роль сыграет в вашей старости. Именно в старости. Здесь как ухаживать за вами будет, да, либо обеспечит вам какой-то там особый уход, либо особые условия. То есть благодарность и любовь этого ребенка вам именно в старости будут согревать душу и сердце. Вот как-то так идет. Так, ну а что касается ваших детей, то здесь мужчина вырастет, воспитает. Тут еще и ревновать будете, да, насколько сильно ребенок привяжется к мужчине. Еще моменты здесь очень важные, которые касаются борьбы и конкуренции. Почему-то вы сейчас не слишком нацелены на борьбу и конкуренцию. В принципе, возможно, по жизни вы не сильно настроены были, либо какой-то был у вас боевой период, но он уже давным-давно закончился. Почему-то у вас сейчас такое состояние плыть по течению. Плыть по течению, там, как Бог даст, да, как-нибудь досложится, да, куда-нибудь довыплыву. Вы очень много теряете. Теряете в плане энергетики, теряете в плане финансов и даже теряете в плане, ну, скажем так, здоровья. Да? Потому что у вас какой-то накопительный эффект идет, да, от нереализованности, от обиды невысказанной. То есть что с вами, вот у меня вопрос такой, да, что с вами случилось, почему вы перестали за себя бороться, почему вы перестали бороться за свое счастье, за свою правоту, за свою реализацию. Вот если вы хотя бы немножечко приложите усилий, чтобы поконкурировать с другими людьми, это не про конкретного человека. Вот я говорю в общем, да, ну, например, вот у вас есть соседи, да, там соседка, например, есть, да, женщина, которая там получила повышение, может себе позволить, там, не знаю, то, что не можете позволить себе вы. А вы вроде на нее смотрите, вы думаете, ну, молодец, ну, умничка, да, ну, вот как-то вот, да, повезло ей, да, либо там своим умом добилась, сделала, да, кто-то может подумать, что, ну, может быть, не умом, другим местом она себе это получила. Ну, неважно, да, не суть. Вы вместо того, чтобы сказать, а я ведь тоже могу, да, а я ведь тоже могу этого добиться и получить, вы просто вот смотрите так грустненько и говорите, ну вот ей дано, а мне не дано. Здесь вы очень много теряете, очень много. А особенно, кто у меня работает, причем работает очень хорошо, я вижу, у вас, ну, просто, вы знаете, как вот насосом из вас качают вашу энергию, ваши способности, ваш труд, да, вашу реализацию. Кто-то другой получает за это бонусы и профиты. Послушайте, здесь нужна, ну, не агрессия скорее, да, а желание не быть хотя бы хуже, чем другие, да, либо наоборот, желание жить полной жизнью. Растормошите себя, растормошите. Здесь пора проснуться, здесь пора встать на ноги, не знаю, там, одеть свои доспехи и вперед, и в бой, понимаете? У вас все есть для того, чтобы быть очень успешным человеком, богатым человеком, реализованным человеком. Человек-победитель, у вас есть все. У вас это было от рождения. Но вы то ли по воспитанию, то ли по своей психической какой-то конструкции, ну, отказались от этих способностей, либо от этого дара, от этих возможностей. Вы все еще можете вернуть. Вы все равно дойдете до такой точки, я просто вижу эту вашу точку, когда
ну, вы на коленях просто, да, стоите, вы на коленях и говорите, ну все, хватит, ниже уже некуда, да, и вот у вас вот эта злость зарождается, либо желание, как желание победителя зарождается. Но вы можете раньше, вы можете ускорить этот процесс. Если сейчас вы начнете, ну, не агрессировать, да, не завидовать, а, ну, например, как челлендж, да, вызов, бросать вызов судьбе, людям, да, и пытаться доказать, что вы не хуже, а гораздо, например, лучше. Вы все равно к этому придете. И ваше место, оно первое. Вы на пьедестале первое, вы звездный человек. Но, опять же таки, да, чем быстрее вы начнете себя мотивировать, стимулировать и развивать, тем будет и проще, и лучше для вас. Мои дорогие, здесь основные моменты я вам рассказала. Союз и вот это вот желание пробиваться, да, амбиции, вот все, амбиции, вам нужны амбиции. И все будет замечательно. Высшие силы вас высоко ценят, вас прекрасно видят, род у вас особенный, понимаете, вам и так помогают. Но они-то делают все, что могут. Вам же тоже нужно как-то приложить усилия, помните об этом. И каждый раз, когда вы недополучаете того, чего хотите, о чем думаете, мечтаете, прежде чем спрашивать у высших сил, да, почему, за что, подумайте о том, где вы недоработали, потому что здесь идут именно ваши какие-то недоработочки. Вот был мультик, да, в советское время про кота Леопольда, по-моему, да, как его там мыши эти постоянно что-то там его доставали, да, и он в один момент выпил таблеточку там и стал таким вот пробивным котом. Это вам тоже нужна такая таблеточка. Ну, это утрированно говорю, но тем не менее, поверьте в себя, полюбите себя. Вы тоже достойны, достойны даже больше, чем многие. Добивайтесь этого, добивайтесь. Высшие силы всегда с вами, всегда вам помогут. Главное, чтобы вы делали вот этот первый шаг. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.